Дополнительная иммунизация в регионе просто необходима. Из-за количества отказников возникла угроза распространения такого опасного заболевания, как полиомиелит. Только твердая иммунная прослойка и 95% привитых детей поможет противостоять вирусу. Именно поэтому и было принято решение запустить двухтуровую вакцинацию с интервалом в 4 недели. Этому предшествовала большая работа. Приблизительно с середины, с конца прошлого года готовились документы, планы верстались. Соответственно, Роспотребнадзора, нашего управления и Министерства здравоохранения. Есть утвержденный правительством совместный план действий, есть рекомендации Федерального министерства по проведению этих мероприятий. В принципе, наши медики готовы, они успешно начали сегодня с утра. Полиомиелит не лечится, в лучшем случае инвалидность, в худшем летальный исход. В целях коллективной иммунизации в планах охватить всех детей в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Это более 120 тысяч человек. Медики просят родителей не пренебрегать здоровьем малышей и прийти на иммунизацию. Все врачи-педиатры, они готовы к проведению ДМИ, все 10 организаций и подведомственные этим 10 организациям амбулатории готовы к проведению ДМИ. У нас 132 прививочных бригад, привлечены 516 медицинских работников именно к проведению ДМИ. Врачи напоминают, полиомиелит – инфекционное заболевание, которое передается как воздушно-капельным, так и оральным путем. Заразиться можно от заболевшего ребенка или вируса-носителя через немытые руки, грязные предметы, при вдыхании аэрозоля, образовавшегося при кашле и чихании. В течение инкубационного периода, который при полиомиелите длится от 3 до 35 дней, и после еще в течение 6 месяцев человек остается заразным. Наши врачи выступали на радио, телевидении, говорили о важности вакцинации. Также мы совместно с представителями духовенства, с администрацией общеобразовательных учреждений и дошкольных организаций тесно взаимодействовали, говорили о важности вакцинации населению. Все препараты есть в наличии, а прививочные кабинеты работают с самого утра. К тем, у кого нет возможности прийти, медики будут выезжать на дом со специальной термосумкой. Она позволяет хранить вакцину при необходимой температуре. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.